Коррупции нет места в нашем обществе. В последние годы в Ингушетии принимаются активные меры по противодействию коррупции, совершенствованию нормотворческой и противоприменительной работы на республиканском, ведомственном и муниципальном уровнях. По поручению правительства утверждена госпрограмма о противодействии коррупции. Ответственный исполнитель – аппарат Совета Безопасности. В целом мы справились с задачами, которые непосредственно возложены были на аппарат Совета Безопасности. То есть во всех министерствах, ведомствах, органах местного самоуправления мы определили ответственных лиц по противодействию коррупции, наделили их полномочиями по контролю за противоправным действием в своих ведомствах, министерствах, ведомствах. Они ежегодно отчитываются аппарат Совета Безопасности о проведенной работе. У нас в Совете Безопасности, аппарат Совета Безопасности ежеквартально проводятся совещания, семинарские занятия с ответственными, определяются задачи. Коррупция – проблема, которая существует с незапамятных времен. Несмотря на то, что искоренить ее еще никому и нигде не удавалось, работа в этом направлении со всеми министерствами, ведомствами и властью на местах Советом Безопасности ведется жестко. К примеру, администрация Карабулака в борьбе с коррупцией за прошлый год показала неплохой результат. В 2018-м эту работу они намерены усилить. Естественно, с веяния нового дня у нас эта работа расширяется. Большое внимание уделяется работе по муниципальным заказам, то есть это своевременное размещение плана графика закупок, прозрачность проведения торгов. Есть ряд других направлений, все это находится на строгом контроле. Естественно, в рамках нашей программы у нас запланирован ряд мероприятий, в том числе в связи с началом ежегодной декларационной кампании хотим провести семинар с муниципальными служащими с тем, чтобы снизить количество нарушений, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих. О предпринимаемых профилактических мерах в этом направлении рассказывает представитель Совета Безопасности Республики. Кроме того, согласно поручению главы региона, у местных властей должен быть разработан план по борьбе с коррупцией, который включает телефоны и ящики доверия. Это делается с целью выявления фактов коррупционных проявлений, пресечения преступлений, совершаемых с использованием служебного положения. Каждый при желании, даже анонимно, может обратиться на горячую линию или же забросить в ящик доверия информацию о нарушениях его прав. В каждом учреждении установлены ящики доверия, доступным для граждан месте. Они могут обратиться письменно, и все свои наболевшие вопросы письменно они могут опустить в ящик доверия. Ящики доверия 2 раза в месяц из ящика доверия изымается почта, составляется акт комиссионно, и вся почта, изъятая почта, она регистрируется, она и докладывается, и принимается решение в соответствии с законом. Совет Безопасности также спешит напомнить, что нарушителей судят по 290 и 291 статьям УК РФ, который предусматривает лишение свободы вплоть до 15 лет со штрафом в размере до 7-кратной суммы взятки. Также представители Совбеза отмечают, человек, дающий взятку, такой же преступник, и посредничество во взяточничестве тоже карается законом. Светлана Томова, Майрбек Мержоев, Новости 24.